Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео, кто пишет хорошие, добрые комментарии и кто помогает моему каналу донатами. Всех вас люблю, огромное спасибо, земной поклон. Для всех прошу высших сил счастья, любви и радости. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Где и с кем сейчас мой любимый человек? Давайте посмотрим. Попробуем, посмотреть через время, через расстояние, где же находится, с чем занимается, с кем находится. Да, главный вопрос для многих девочек. Думает ли о вас, вспоминает ли, какие планы. Пожалуйста, посмотрите на песочек, представьте своего любимого человека, либо того, кто вас интересует, его глаза, его голос, его улыбку. Назовите его по имени и задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите по имени. Где ты сейчас? С кем ты сейчас? Вспоминаешь ли обо мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию для вас. Итак, давайте же посмотрим на вашего мужчину. Чем он сейчас занимается? Чем мужчина сейчас занимается и где он находится? Где мужчина сейчас находится? Так, мужчина однозначно сейчас занят работой и делами. Вот он, смотрите, стоит, да, вот у него в руках его работа, что-то он делает. Смотрите, у кого, например, мужчина работает в офисе, то он сидит за компьютером, работает. И если мужчина там какими-то работами занят, где он руками должен работать, да, это то же самое происходит. Человек сейчас работает. Мало того, я скажу, у него сейчас, либо голова, либо шея болит, да, потому что здесь изгиб вот как раз у него такой острый, да, острая ситуация. Либо шея, либо вот спина, лопатки могут болеть, либо голова болит. То есть вот именно воротниковая зона у него сейчас вот страдает. Именно в данную минуту чувствует очень большой дискомфорт. Я больше вам скажу, что сейчас у него такая ситуация, что его просто завалили, вот такая огромная куча работы, и он не видит ни конца, ни края. Он хотел бы там выйти, не знаю, там покушать, перекусить, вам, может быть, позвонить, да, может быть, там нужду свою справить, да, извините за такие подробности, но тем не менее, он просто как каторжный сейчас сидит и вкалывает. Очень много работы, он злится на эту всю работу, на эти обстоятельства, которые его просто вот загоняют. И он из-за этого вот прям, знаете, вот сам не свой, да. Вот сейчас лучше его вообще не трогать, потому что может очень сильно разозлиться. За спиной у него два человека, один худой, другой полный. Эти, еще и третий есть у нас, тут, скорее всего, какой-то руководитель мелкий. Эти люди, они как подгоняют его. Вот, он один работает, а эти трое, они как нахлебники, да, они сидят там типа еще и говорят: давай, скорее, ты должен, мы ждем, что ты так медленно, ты там такой-сякой, да, еще какие-то ему погонялочки вслед, в спину кидают. То есть ситуация достаточно жесткая. У него сейчас мозг кипит, назовем это так. Мужчина, он прям в такой ситуации, да, когда и помочь-то некому, понимаете, все прям на нем. И он это все делает, потому что понимает, что если я не сделаю, будут либо неприятности, либо проблемы. Вот здесь грипп у нас такой вдавленный, да, что, дескать, лишат меня там и премии, и выплаты. И, кстати, я вам больше скажу, скорее всего, он работу-то за кого-то другого делает, да, накидали на него лишних обязанностей, и вот он как будто бы, может, за кого-то что-то переделывает, либо чужие обязанности ему скинули. То есть тяжело, ему реально тяжело, и помочь ему некому. Еще я вижу, что где-то рядом с ним ходит очень худая женщина. Худая и такая, знаете, на него там косые взгляды бросает, но он ее не замечает. Он, скажем так, даже и не думает, да,
Знаете, она ему там подмигивает, а он думает, что у нее просто нервный тик, да, вот настолько он даже не понимает, что она к нему, скажем так, внимание, вернее, ему оказывает. Вот. Но вы, если понимаете, о ком я говорю, очень худая, очень такая, знаете, аскетичная в плане вот фигуры, да, вот у нее там, как говорится, не сиси, не писи, да, но тем не менее она строит из себя какую-то королеву красоты, знаете, такая а-ля модель. Может, кстати, одеваться достаточно, прям, знаете, показывать, типа показывать, что у нее там ничего нету по факту, да, очень худая. Смотрите, вот она, ну, скажем так, он ей нравится он ей не как, скажем, мужчина, что она там от него без ума, а как, знаете, перспективный человек. В принципе, он ей кажется, что он такой удачливый, спокойный, уравновешенный, что с ним было бы неплохо, да, замутить. Она не рассматривает его серьезно, тут просто, знаете, как вот именно замутить хотела бы с ним. Вот, будьте аккуратны. Вы, конечно, вернее, она с вами вообще не сравнится, вы по сравнению с ней красавица, у вас и фигура какая красивая, ему вообще в вас все нравится, вот как вы сложены, да, и вот неважно, в каком вы весе, какая вы, вот вы для него вот идеально выглядите. По сравнению с этой женщиной, конечно же, она проигрывает, причем в его глазах, ну, он ее вообще как женщину не рассматривает, понимаете, вот такая ситуация, но она о нем подумывает, вот, она где-то рядом с ним, она может с ним вместе где-то работать, либо может в соседнем офисе работать, либо где-то вот, ну, какие-то перекрестные дороги у них происходят. Вот. Но она не активная. В принципе, я не вижу, чтобы она там к нему там подкладывалась, да, либо как-то его соблазняла. Подмигивает, да. Хотела бы общения более близкого, да, но не более того. Вот такая ситуация. Так, еще хочу вам сказать, что у кого-то мужчина должен, не знаю, вот закончить эти все дела, еще плюс куда-то там поехать, уехать, еще у него там целая просто огромная такая лодка, загруженная всяких дел, которые нужно там развести, раскидать, разбросать, да, и все это уладить. Здесь та ситуация, когда человек сейчас в очень таком режиме деструктивном просто работает, да, он сам себя загоняет вот таким темпом и ритмом работы. Он недоволен тем, что происходит сейчас с ним и вокруг него. Здесь либо он психанет, пошлет всех далеко и подальше, да, и уйдет с этой работы, либо он будет прям закрываться в себе и уже будет впадать прям в депрессию от того, что ему тяжело и от того, что он не выносит. Я вижу, что вы должны ему помочь. Вы должны ему как-то, ну не знаю, там, массажик вечером сделать, да, там как-то его там приласкать, может быть, с ним какую-то идею ему дать, да, вот как ему выйти из этой сложной ситуации, да, чтобы работу не потерять и чтобы его так не пригружали. У вас в голове есть идея, если он вам все расскажет, да, что происходит, именно у вас появится идея, которая может ему помочь. И знаете, это очень сильно укрепит ваши отношения. Вот, если можете, подсказывайте. Если вы не настолько близко общаетесь, да, например, вы смотрите просто на мужчину, который вам интересен, нравится, то понимаете, что мужчина, например, на вас никак не реагирует, потому что он полностью отдается своей работе. У него вообще даже не то чтобы на вас, на свою нужду, да, времени не остается. Он там целый день терпит, потому что время не может потратить. Кстати, мужчина может сейчас выпивать, потому что реально тяжело, психологически тяжело, эмоционально тяжело. И он может заглушать эту боль именно алкоголем. Вот, так что понимайте, что если мужчина там отрывается по ночам, то это все потому, что днем ему очень-очень тяжело. Если он будет дальше продолжать в таком же ритме, то может и здоровье у него пошатнуться и, в принципе, может себя действительно загнать, причем достаточно вот жестко это все происходит. Так, я уж не знаю, что тут происходит у него на работе, то ли его кто-то поставил, то ли кто-то специально его там, может быть, выживают из этой работы, да, может быть такая ситуация, потому что вот этот мелкий мне вообще не нравится человек, уж слишком он какой-то, знаете, как будто бы он всех стравливает и всех против друг друга настраивает. Так, родители, вот он думает про родителей, у кого вот родители есть, живые, где-то вот рядом особенно, очень переживает за родителей, потому что либо давно не видел, либо родители напрягают там какими-то просьбами, да, то есть мысли о родителях есть. Знаете, я вот честно вижу у него сейчас в голове, вот что происходит именно сейчас, мысль такую, поскорее бы
это все закончилось, да, я хочу отдыха, хочу там, не знаю, где-то просто полежать, расслабиться, хотя бы там 2-3 минутки, выдохнуть. Хочу все бросить, да, хочу все бросить, хочу побыть один, хочу, чтобы меня никто не трогал, не беспокоил, и хотя бы там немножечко там времени для себя. В голове у него прям хочу отдыха, устал, невыносимо, не могу. Да, вот такие вот моменты сложные, ему сложно. Так, и смотрите, еще хочу сказать, что у него какая-то вот ответственность по деньгам, я не знаю, то ли его, вот как я говорила, да, как-то подставили, то ли ему угрожают, что там не заплатят, либо нужно за кого-то что-то исправлять, да, иначе там всех оштрафуют. И он очень сильно злится на этого человека, из-за которого все это произошло. Да. Вообще, знаете, такое слово идет там, типа, мама, роди меня обратно, да, вот прям так ему тяжело, бедняжке, что он даже вот хотел бы назад, в животик к маме спрятаться, да, чтобы его уже никто не трогал и не беспокоил. Да, мужчина в лежачем состоянии, лежит он, смотрит на всю свою жизнь, сожалеет о многом, то есть сейчас у него вот пришло наконец-таки осознание, где был неправ, где ошибался, особенно что касается рабочих вопросов. Ну, знаете, каждому свое. Я вижу, что у него какая-то вот такая достаточно жесткая наука сейчас именно проходит. Так, давайте еще посмотрим. С кем мужчина? С кем и с кем он сегодня еще будет, да? С кем он и с кем он еще сегодня будет. И что, в принципе, будет у него по жизни дальше происходить. Так, ну что, с кем он? Сейчас он один, однозначно. Вот он один, у него куча работы, опять он один в куче работы. По-другому и не скажешь. Люди сейчас с ним как-то на расстоянии. Мужчина, вот он сидит там в поте лица, пахает, люди далеко от него, достаточно далеко. Он сосредоточен полностью на работе. В голове у него мысли, как скорее это все закончить. Я устал, хочу отдохнуть, хочу там кушать, хочу писать, хочу там, не знаю, расслабиться хочу. Да? О вас он вспоминал. Уже вспоминал, да, сейчас вы у него в голове не присутствуете. Да, в принципе, сейчас из людей вообще никому не присутствует. Он клянет свою тяжелую жизнь и клянет того человека, из-за которого, ну, ему приходится так тяжело работать. Но я хочу, чтобы вы знали, что на вас у него есть планы, на вас есть планы. Если вы в паре, в браке, в отношениях, то он что-то хочет такое, не знаю, то ли куда-то с вами поехать, да, то ли купить что-то вкусное, расслабляющее, там, интересное, да, может даже куда-то сходить с вами бы он хотел, потому что вот он вам несет что-то в руках, какое-то предложение интересное. Тут больше как вкусное, может хотел бы, чтобы вы ему что-то вкусное приготовили, да, как-то там за ним поухаживали, да, вот видите, смотрите. Видите, вот он мужчина, вот она вы красивая. А вот вишенка, которую он к вам вот в руках несет. Так, что касается еще его мыслей, что у него будет. Ну, тут, понимаете, хотелось бы ему сбросить всю эту вот тяжелую атмосферу, которая присутствует, да, чтобы вот эти люди, которые там сидят во главе, да, либо из-за которых все это происходит, чтобы они наконец-таки, во-первых, поняли, что он тяжело работает, чтобы они эту работу наконец-таки оценили, чтобы там ни угроз никаких не было, что там уволим, прогоним, да, и чтобы люди, которые виноваты в том, что он сейчас очень много работает, чтобы они разделили с ним ответственность, вот. Думать, что жизнь какая-то несправедливая, думать, что вот как-то ему в жизни не везет. Здесь еще кошачья лапка у нас вышла. Кошачья лапка — это, ну, предвестник споров и ссор. То есть, если начнет он там с кем-то спорить, ссориться на работе, это может очень так нехорошо закончиться. Так что, если вы, ну, как общаетесь, да, если это ваш мужчина, то вы попытаетесь как можете его там, ну, не знаю, промотивировать, да, успокоить, чтобы он ни в коем случае там не спорил и не ссорился. Потому что я вижу, что он сейчас просто на грани, да, малейшая искорка, он может просто там загореться как факел, все порушить, да, и остаться с голой попой, извините. Ну, так я вижу. Так, а если это мужчина, который вам нравится, с которым вы не вместе, то мужчина, конечно, бы хотел бы с вами, ну,
отношений интимного толка. Он представляет себе это все в голове. Хотел бы вас куда-то позвать, пригласить, да, вот как-то удивить. Но не лучшая форма у него сейчас для этого. И в принципе он периодически, да, вот моменты, когда он расслабляется, у него есть ваша фотография, да, либо на аватарке где-то он вас видит, сохранил себе, либо где-то вот в социальных сетях он вами любуется. Понимаете, вы для него очень такая релаксирующая. Он на вас посмотрит, и ему там на сердце легче. Да. И понимает, что нужно зубы сжать и дальше работать, потому что есть для чего, для кого, да, цель есть. Мужчине очень тяжело. День, конечно, очень тяжелый, и я вижу, что мужчина впахивает нереально. Отдачи практически нет, как будто бы им там все пользуются. Но это время такое, знаете, как черная полоса у него в жизни. Я вижу, что эта ситуация поменяется, да, там не сегодня, а завтра. Ну, нужно это все пережить. Нужно это все пережить. Мужчина неплохой. У него в будущем будет удача. Будет вот просто здесь дельфин, исполнение мечты. Это у него будет. И цветок, видите, тут половиночка цветка у него всего лишь, да, другая сторона у него тоже вырастет, прорастет, распустится. Просто нужно дождаться. Время испытаний, время нечестных людей и время каких-то подстав. Да, вот просто вот черная полоса. Нужно ее, ну, как говорится, принимать, да, и постараться безболезненно из нее, без последствий, скажем так, да, выходить. Вот такое гадание у меня вышло. Мужчине вашему тяжело, мои дорогие. Если не пишет, понимаете, что работы выше крыши, понимаете, просто некогда вот голову вверх поднять, да, тяжело очень ему. Он может об этом и не признаваться, что он вам скажет, что меня там загрузили, а я как раб даже и слова не могу сказать. Конечно же не скажет. Если мужчина ваш, мужчина там приходит домой в последнее время в дурном настроении, знаете, что на работе у него, ну, реально проблема. Проблема, он не хочет вас грузить, потому что высоко вас ценит, потому что вас любит. Мои дорогие, относитесь к мужчине с пониманием. Понимайте, что сейчас не лучшее время у него в жизни, и ему нужна поддержка, любовь и ваша поддержка. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.